Что ж Лучше, процент вы только указываешь? уходите. смотри. Можно я скажу именно про Вот смотри, наводнение? я сейчас Лазику отвечу. девушка, Можно Лазику отвечу? один момент, Лазик. передайте все-таки женщине уже. Она должна. Да, да, Лазик, Мирочка, сейчас я ответьте прошу про прощения, Мирочка, это просто стрим самореализацию. такой, Мира, честно, это такой стрим, моя дорогая. Лазик, не Я тот смотри, понимаю, я смотри, понимаю. Можно я скажу смотри. просто несколько минут? Лазик, ты знаешь, что я много не говорю, я просто скажу, да. На самом деле я сама наполовину дагестанка, но живу в Казахстане. Вот. Я скажу вам так, что это может каждого коснуться абсолютно. Нас это коснулось там какое-то время назад. В Казахстане тоже было наводнение, паводки были очень сильные. Нам тоже помогали. Нам Мирочка, тоже разговор не на помогали. наводнение. Можно не Разговор не на перебивать, наводнение. Я об этом пожалуйста. разговор. Хорошо, так. Владик, я очень прошу, пожалуйста. Нам тоже помогали. И особенно с Дагестана, я вот подчеркну, особенно с Дагестана помогали. Вот люди прям реально приезжали, помогали всем, чем могли, там все остальное. Сейчас коснулся вот такой момент, да, который был не только в Дагестане и в Чечне. Казахи тоже самое делали, помогали, чем могли, да, ближайшие регионы, да, там Актау, Атырау, они помогали. Вот. Я скажу, что да, это любого может коснуться, это не важно вообще абсолютно. Кто ты, что ты, не спрашивает, стихия никого не спрашивает. Будьте Разговор не людьми. об этом вообще, это понятно. Разговор абсолютно, уважаемая гостья, не об этом был. Тут речь идет о другом. Смотри, Лазик, я тебе Просто отвечу, вот то, что можно? Лазик Да. затронул, это очень важно, потому что сейчас произошла вот эта вот природная, да, там, катаклизмы, и люди оказались в воде. И представь, вот официальные какие-то лица там в России, такие как Шевченко, бывший советник Путина, сидит и заявляет, что там дагестанцы, вы там брутальные, там ходите, что вы там ноете, пойдите там, привлеките своих каких-то богатых людей, чтобы они... Представь, вот государство, да, которое должно обеспечить налоги, которые платят в государство вот эти граждане, там, дагестанцы, да, которые такие же россияне. Шевченко это казалось бы. громоотвод, да, просто? Да, казалось бы, они россияне, вместо того, чтобы сказать, что государство должно полностью обеспечить этих людей, там какие-то лазят, по воде, хазбики какие-то, я не знаю, блогеры, кто-то там сапоги подарил кому-то, да, Тамаевы, кто-то там квартиру подарил на это. Подачки, Ибрагим, подачки. Да, подачки, это и вообще, они это рассказывают. что такое? Да. А где государство, которое должно полностью обеспечить, быстренько, да, соорганизоваться? Вы же в Чеченской республике взяли, построили целый поселок для палестинцев. Я понимаю, вы чеченец, который живете не в Чечне. Я чеченец, который живет в изгнании в своей республике. Поэтому это говорите, да? Ну да, говорю как есть. Владик, можно я отвечу? А вы знаете, что есть тут две стороны, да, таких, которые вот люди, как вы, например, да, которые топите за справедливость, за то, чтобы в республике Ичкерия там было что-то хорошее, там и все остальное, да. А есть те люди, которые этим форсируют, да? Мирочка, здесь разговор о другом. Мира, извини. Я понимаю, о чем разговор, не надо. Этот, как его, Лазик? Да, касаемо того, что ты последнее, вот как бы ты сказал, что... Лазик, ты знаешь, да, с кем я общалась, да? Я знаю, ты общался с чеченцем, да, у вас там какие-то не знаю, Вендетта, знает ли там еще кто-то. Это ваши чеченцы. Это ваши чеченцы же, которые здесь смуту наводят в интернете. Мирочка, не знаю, кто какой смут наводит, там личные отношения, честно, Мира. Про Будбака, что ли, который за это... Да нет, наоборот, она вот про ваших вот этих, которые... Не, ну там, да, антисламистов. Лазик, в общем, смотри. А почему, когда я говорю о ваших же чеченцах, вы сразу хотите закрыть мне рот? Вот, давайте, как раз, нет, давайте, дайте. Которые живут, например, за территорией Ичкерии, да, и Чечни, да, так скажем.
Но они не делают хорошие вещи, они делают Мира, не кто, очень кто тебя хорошие лично, вещи. Нет, тот подожди, чеченец, с кем Владик. ты общалась, он плохой Владик, чеченец. Он Давай не человек будем, плохой. Лазик, Он давай. плохой Я не человек, Мира. говорю, что они плохие. Он не Владик, Я дай, добит просто чеченца, говорю о плохой том, человек, что Мира. они наводят смуту. дай я тоже в тему, дайте вникну. Рассказывайте, что происходит. У Миры есть, ну, как бы она стрим вела, там есть парнишка, чеченец, который, с кем она, ну, скорее всего, Мира, как я понимаю, да, Бойфренд, это... да? У вас Пусть какие-то, она- там пусть она как была раз какая-то расскажет. влюбчивость, да. Пусть А она он еще как при раз- этом был антисемитом, да. Ну, неважно, это такой тип. Нет, Ну, нет, это- Ну, а Лазик, что, я с ним разговаривал. Владик, давай перейдем на Жан, я ту тебя тему. прошу. Мира, Зачем секундочку, пожалуйста, пускай человек Тамам, ответит, тамам. пожалуйста. Нет, зачем нам вот обсуждать проблемы мира там, с Самое, чеченцами? я не знаю, как вас зовут, Сен Сулу, да? Мира, Мира, сейчас пират выскажется, потом мне очень интересно, хотелось бы с вами тоже поговорить, вот что вы хотели как раз объяснить о вот этих вот людях, которые... Вот смотри, Мира, Лазик, ты... язык государства Казахстана ты выучила? Дайте человеку Я надеюсь, ответить. Мира, пускай ответит я человек, надеюсь, пожалуйста. а то мы видим вас там. Да. Это что такое? Короче, смотри, Лазик, ты сказал, что вот таким образом дагестанцы самореализуются, да? То есть, короче, на правительство России они не могут газовать, а вот на Палестину, там, ну, как бы на Израиль газуют, да? Таким образом они как бы Таким образом они самореализуются, ты сказал. Нет, это абсолютно не так. Просто к русскому миру, так скажем, да, условно, в Дагестане в самом есть разные слои населения, да, они относятся по-разному. Кто-то есть исламисты, кто-то есть светские, да, кто-то есть любители русского мира, кто-то есть противники русского мира. То есть общество разношерстное в Дагестане. Точно так же, как и в Чечне. Есть любители там Кадырова, там Путина и так далее. Есть противники, да? И Нет, нет, здесь немножко другие понятия. Да подожди, да молчи, я с тобой не разговариваю. Теперь смотри. Не, молчи, не надо с тобой, не разговариваю, хорошо. Видишь, девушка... Не надо так разговаривать Не со мной. разговаривай, Хорошо, пожалуйста. не перебивай до меня. Я вот Лазику объясняю. Мирочка, пожалуйста, секундочку, да? Мы сейчас закончим диалог, хорошо? А вот смотри, поэтому на правительство газовать, как бы, ну, кто-то может, кто-то не может, кто-то вот аффилирован, да, с органами там правительства там, и так далее. А касаемо Израиля и палестинской вот этой темы, то есть у них полное единогласие, понимаешь? Поэтому они все газуют там на Израиль, там на Палестину и так далее. То есть даже те, которые любят русский мир, из дагестанцев, да, дагестанцы, которые любят русский мир, они тоже единогласны в том, что они как бы против Израиля. Поэтому это не самореализация, это как бы, ну, это их там... ну там... Короче, я понимаю так. Дагестанцы, которые типа говорят якобы фитнес там, нет разве? Ну, фитнес, да, у них там фитнес, там все такое, да. Смотрите, все, что неприемлемо русскому правительству, да, вот, русскому царю, они все запрещают, да. Вот ты сейчас, если выйдешь там с лозунгом, там, я не хочу, чтобы в Украине была война, например, тебя сразу теряют без вести. Если ты выйдешь, скажешь, короче, давайте быстренько наводнение, нам помогите, короче, восстановите нам жилье, хотя бы временное жилье дайте, что-нибудь такое. Тебя тоже как бы уже начнут зажимать. Ибраим, что я понял? Ибраим, да, что я понял? Палестина, да, Палестина, короче. Это зеленый свет, Палестину, да, Палестину спасите, а Израиль это там государство, ну, не буду это зеленый свет, да, добро. типа негативное государство, там туда-сюда. Там это не то, что поощряется, как я понимаю, наоборот, вот эту тему ее подкидывают, вместо того, чтобы говорить о наводнениях, о каких-то... Короче, вот так получается, пираты. Вот Секундочку, я понял с твоих слов одну вещь. Можешь сказать, да? Я понял одну вещь. Ты понял, что весь мусульманский народ, весь исламский народ, ну, который проживает в Дагестане, он живет под гнотом православного царя и боится ему слово сказать. Но они косят, получается, там, где проживают мусульмане, и там воюют с евреями, тоже с кафиром, получается. Как бы они живут сами под кафиром, которого они боятся.
Да. Тут они могут как бы 2 копейки свои бросить, хотя бы как-то, ну, хотя бы свою одушку как бы получить, получается. Смотри, Да. Лазик, Не, ну, Лазик. вот как я это услышал, да, получается, да. Ну, живут они, получается, под кафиром, да. Смотри, Лазик. Боятся они кафира. Смотри. Это не проблема Дагестана. Это не в Чечне то же самое. Дагестан может Кавказ, жить... я имею в виду, в общем, да. Смотри, Лазик, Да. Дагестан может жить под кафиром, получать у него пенсии, там, зарплаты, служить у него в армии, делать джихады в Украине. То есть дагестанцам это можно. А вот палестинцам, видите ли, нельзя тоже нормально как-то прижиться в своем вот этом государстве, стать частью там Израиля и полностью придерживаться этих законов. Я правильно понимаю? Это мне... у меня сейчас... Получается так, да. Да, я у тебя опять спрашиваю. Не, я же не говорю, что это нормально или что это правильно. Я просто констатировал факт, да? Это Нет, не ну только... ты оправдываешь, получается, когда ты говоришь. Ты их Я не оправдываешь. Не, при чем я оправдываю? Я тебе говорю, как Ну, есть. ты согласен, что это неправильно? Я-то сам не на этом вообще. Я-то сам против... и Нет, того, ну и ты согласен, того. что дагестанцы, как бы, все люди, проживающие на Кавказе, которые так себя ведут, они ведут себя неправильно. Это правда, да или нет? Нет, вот смотри, есть определенное количество людей... Зачем вообще говорить, что там палестинцы должны быть государством, вот сидя в Дагестане, в Российской Федерации? Представь, вот ты сидишь в Дагестане, в Российской, хотя это твоя земля исконная. Ну да. Ты сидишь там в Дагестане и говоришь, что вот палестинцы, не зная историю, да, не зная, что такое Палестина, что такое Израиль, ты сидишь и говоришь, вот Палестина – это независимое государство, не даешь им жития. Может, эти палестинцы хотят стать внутренним делом Израиля, как дагестанцы стали внутренним делом России, и жить себе. Зачем они зачем кровь проливать? Кассамы, ракеты кидать на евреев. Зачем их подстрекать к этому всем? Пускай они сидят и будут внутренним делом, и все. И молиться там будут, и все. Не будут терроризировать там. Вот вы русских не трогаете же, не терроризируете, там сидите у себя в Дагестане. Не, но трогали до недавних пор. Ну, И Брайан, пока не там закончили, тоже есть, там тоже до хрена чего. Вот если нормальный человек сядет напротив меня, допустим, да, вот мы поставим эту карту, которую они показывают сегодня, вот ту карту, как и сегодня Израиль является, и когда они ее показывают зеленой, и потом якобы, как она стала желтой, якобы Израиль оккупирует и так далее, там тоже до хрена чего есть рассказать, как бы, понимаю, в чем дело, там просто такая тупость, просто тупость, как бы на уровне, знаешь, блядь, поди купи слона, как бы, да, вот и все. Вот разговор вот так вот происходит. У тебя, они карту показывают с 1946 года. Я не пойму, куда они лезут, зачем они лезут, этих людей. Вот смотри, все бы сказали бы, все дагестанцы, все, Палестина, внутреннее дело Израиля, все. И все. Зачем они подстрекают этих людей? Говорят, подожди, зачем вы говорите им, мусульмане, там, смотрите, там их насилуют, не насилуют. Просто поддержать, все, никого не убивать. Как мы под кафиром сидим, под русскими. И то, даже палестинцы, если у них наводнение будет, 100% там евреи их будут там спасать, я не знаю. А тут вы сидите, короче, в наводнении, в луже. Вот смотри, вы в луже по горле сидите, да, там, в болоте. И говорите, вон палестинцы, короче, им независимость государства. Не, ну смотри. Вот я не могу понять. Я понимаю, что это русская пропаганда, что я все. Тебе объясню, у вас в голове что, объясню. Я не могу просто понять. Я тебе объясню. Даже не в русской пропаганде дело. Вот смотри, палестинцы как бы сами сопротивляются, да? Если бы палестинцы сами в одночасье подняли бы руки и сказали бы, мы живем с Израилем в хороших отношениях, никаких проблем. Я тебе... Можно я скажу? Ваша девушка-чеченка тут пишет на чеченском языке и, наверное, не очень лестно там. Угомоните свою девушку, хорошо? И смотри если бы палестинцы, то есть никаких пределов не делали бы Израилю. Еще раз вам повторяю. Палестинцы никаких предъяв не делают. Да, слышали, Мирочка, слышали. Смотри, Ладик, палестинцы никаких предъяв не делают, чтобы ты понимал. Палестинцы, опять же, еще раз, палестинцы, это мой прапрадед.
Палестинец, который родился Нет, здесь. Чтобы ты нет, я понимал. понял. Я говорю, ну вот Никаких Хамас, да, предъяв вот никто не это. делает. Арабы, которые хотят, не хотят, чтобы здесь жили евреи, это другой разговор. Нету Нет, здесь ну палестинцев. Палестина остался я- кусок Палестины, чтобы ты понимал. Кусок Палестины. Нет, я сейчас скажу, извини, что тебя перебил, да, я тебе объясню сейчас. Кусок Палестины, в конце концов, вот вся вот эта территория Палестины, которая была там османами оккупирована, Ну, потом 7 англичанами и октября так далее, кто пришел? до этого Евреи, римляне, и, ну, как да он я назвали, знаю историю, я да, знаю ты знаешь, историю. да, понимаешь, кусок Да, я Палестины не... всего лишь остался на непризнанных территориях, которые не хотят себя еще назвать то ли Палестиной, могут они себя назвать, я хрен, инопланетянами не могут себя назвать, но пока что они назвали себя Газой, кто-то себя назвал Рамалой, вот они разделились, там в Газе живут там хамасовцы, как бы назвали себя Газой, в Рамале там тоже присутствуют хамасовцы, как бы, да, ну, назвали себя там Рамалой. Я бы даже назвал. Вот все, вот у тебя вот все, что из Палестины осталось. Да, Вот эти Владик, территории Владик, остались из Палестины. Вот как ну они себя зачем хотят ты... назвать, они назвали себя в 1967 году палестинцами. Мы их назвали даже. Это был Все, Шимон все, Перес. Это была наша все. большая ошибка, что мы их назвали палестинцами. Не Это те перебивай арабы, меня. которые проживают на тех территориях. Все. Окей, послушай меня. Вот я отвечаю на вопрос Ибрахима. Я тебя понял, не перебивай до меня, дай мне сказать. Да, Вот извини. Ибрахим задает вопрос, почему кавказцы лезут там в палестино-израильский вопрос, там и так далее, там подиначивают, поддерживают и так далее, да? Почему вот, будучи сами как бы под оккупацией, да, России? Он же такой вопрос задал мне. Вот я... Абсолютно разная тема, во-первых. Во-вторых, я тебе, вот вас хочу параллель провести. Вы дагестанцы. Вы никогда не говорите, что там разберитесь сначала внизу. независимость. Что тут происходит? Вы Послушайте. вообще об этом не говорите, ни о независимости, ни о свободе. Вы сидите в России и просто молитесь. Вам дают молиться, там, ништяки всякие. Там, Ну, Ибрахим, я понимаю, у тебя предвзятое отношение к Дагестану. Подожди, я расскажу. Я абсолютно никакой ненависти к Дагестану, потому что мы на Кавказе вообще близкие народы. Просто хотелось бы, чтобы вы тоже проснулись когда-нибудь. Ну, надеюсь, это будет в будущем. Но сейчас, вот на данном этапе, вы сидите там в Русне, и все, вам не проблема никакая. Ну, Да, тут же хорошо. вы про какую-то не зная ни историю, вот это ваша исконная земля, и вам можно под русскими кафирами сидеть. То есть вам позволяет ваша религия, ваша... Так я понял, да, я отвечу. Я тебя А вон услышал, тем, которые на чужой непонятной земле там лазят, пришли откуда-то, из Иордании, из каких-то этих, вы им какие-то за их независимость. Вот я не пойму, какая независимость. Да. Что такое в исламе независимость вообще? Вот смотри, я сейчас вот отвечаю на твой вопрос. Вот почему мы, кавказцы, будучи там под оккупацией, то есть как бы смирившись с оккупацией, да, поддерживаем, короче, тех, которые там как бы там тоже могли бы быть под оккупацией, да? Ну вот, примерно вопрос вот такой. Я сейчас это отвечаю и Лазику, и тебе, да, Ибрахим? Как? Если бы... Ну, ты же мне задаешь вопрос, почему кавказцы, будучи под оккупацией, там, да, непосредственно дагестанцы, да, находясь под русским миром, да, получая пенсии там и так далее, почему мы лезем вот в их конфликт и там поддерживаем кого-то, да? Там, Они, сюда пенсии засунут. Там есть много арабов, которые просто хотят жить в израильском государстве. А вы вот топите израильское государство, террористам. Я тебе отвечаю. Я тебе отвечаю, почему. Если бы сами вот эти вот, кто там сопротивляется, хамасовцы там и так далее, если бы они сами бы жили бы в мире и согласии с Израилем, то есть вошли бы в их государство, да, и как бы жили бы, стали бы там гражданами там Израиля, то никакие дагестанцы, чеченцы, ингуши и так далее не смогли бы никоим образом никого там поддержать и там как-то поддерживать и там вносить какие-то расколы, понимаешь? То есть, когда ты видишь с Дагестана, с Чечни или с Ингушетии, что там идет сопротивление, что там идет... Подожди. У вас же в Дагестане тоже было за исламское государство топили. Вы почему-то не поддержали. Алло, 99-й год, вы же исламское государство хотели. На своей исторической родине установить. Да, было, да. В 46-м году Почему вы не поддержали? Смотри, вы здесь не поддержали, а вон туда куда-то лезете. Я это не могу понять. Что у вас в голове?
Так я же до этого Лазику объяснял, что здесь могут быть и пророссийские люди, и не пророссийские, и салафиты, и суфисты, и атеисты, да, и коммунисты. Смотри, Ну, касаемо... Чеченскую республику не поддерживаете, да, вот вы дагестанцы. Вы не поддерживаете независимость Чеченской республики. Вы постоянно выступаете за Россию, да, за целостностью. Ну, кто постоянно, ну, как ты можешь говорить, что вы постоянно? Кто Вы вы? топите за Кто вы? Палестину куда-то. За оккупацию, получается. Вы топите за Палестину, вы топите вон туда куда-то. Смотри, Маршал, Палестина, большинство... Палестина же, вы за независимое государство Не, говорите, хорошо. Палестина. Да? Подожди, а А в чеченцы... Чеченской республике же тоже независимое государство, вроде, понятно, там, мусульмане, не мусульмане. Все там сейчас в пехотинце Путина, что ты мне говоришь? Не, это сейчас, когда вы все там русским помогли, там, создали вот этих всяких багаудинов, Хорошо. затащили Дагестан- нас в Дагестан, и потом на нас напали русские. Сейчас, понятно, мы из-за вас тоже, ну, из-за вас. Хорошо, а дагестанцы вам не помогали, Вы тоже получается? А? Ну, дагестанцы вам не помогали? Ну, и вам, я имею в виду, общее дело не делали? Дагестанцы общее дело сделали, что помогли вот России создать вот этот прецедент, чтобы на наше государство напали и его под себя поджали. И теперь у меня вопрос. Вместо того, чтобы поддерживать нас, мы вот соседи, мы братские, мы близкие, мы кавказцы, единая культура, плюс-минус, да, там есть разница у нас, ну небольшая. Ну, да. Мы, смотри, вот веками живем вот так рядом, вместе друг с другом. Вы нас не поддерживаете целостность Российской Федерации. Я уже о вас не говорю, окей, о самих вас, что вы под русскими там живете. А туда куда-то вы лезете. Я не пойму. Почему? Ибрагим, я извиняюсь, я прошу прощения, Ибрагим. Тогда, вот, когда это было в 91 году, 92, 93, 90, ну, когда все началось, заходили не чеченцы, заходили братья-мусульмане. Хотели зайти в Дагестан, как бы, хотели устроить, как бы, ну, общий, как бы, там, получается, Это исламский вообще, мират. там, если чеченцы, это вообще национализм, это грязно. Не, Вот тут- заходили тогда, Нет, там и Хачилаевы были. Заходили тогда братья-мусульмане, Подождите, не путайте историю. Первая война, там вот как вот, который выступал. Хачилаев, причем? Микрофон выключил. Ну, неважно, как бы, разговор был о другом, да. Разговор вот сегодняшний, вот все мусульмане, такие вот все спортсмены, такие вот все молодцы, такие прям мусульмане и так далее. Чеченцы же на тот момент, когда приходили, они же хотели, исламский халифат же хотели, когда заходили в Дагестан. Почему они сегодня их не поддерживают? Почему они говорят, что они террористы? Кто говорит? Это Нет, сегодняшние, вот такие вот пророссийские, которые говорят, что Путин их не царь. Они же, тогда же заходил, получается, тогда, когда чеченцы воевали с Россией, да, вот, когда воевали с Ельцином, когда они заходили в Дагестан, они же все приходили как мусульмане, там же был джихад. Лазик, я тебе объясняю, я вам всем объясняю, вы реально не понимаете. Что я не понимаю? Чеченцы получили независимость, они оторвались от царя. Чеченцы, я на другой чуть-чуть разговор перешел. Я пришел на разговор ислама, да? Вот почему сегодня Дагестан не кричит, не орет, что вот наши братья, мусульмане, которые хотели устроить здесь халифат, и пришли из Чечни, и пришли с Ингушетии, оттуда и отсюда. Почему мы их не поддержали? Почему они сейчас в этом не упрекают? Кого не упрекают? Себя не упрекают. Себя. Знаешь, что вообще более абсурдное? Один момент. Знаешь, что вообще более абсурдное? Вот смотри, то, что у нас в нашей республике вот эта ваххабня была, их вообще называли шайтанами. То есть это люди, которые не придерживались традиционного суфийского ислама. Они были ваххабней, шайтанами, и против них вот эти стали в одни ряды с русскими. Да? Теперь смотри, вот эти же пассажиры, да, которые стали в русские ряды вместе с ними, Кадыров, там, Мадыров, вот эти всякие. Теперь они топят за таких же ваххабитов в Палестине, понимаешь? Потому что в Палестине же нету хаджи-муридов каких-то, я не знаю, суфистов, каких-то зикры, которые делают улила, как чеченцы. Это натуральные ваххабиты, шайтаны.
Эти теперь, вот эти вот под русским флагом выступающие, они сейчас полностью топят за вот это вот ваххабитов Палестины, понимаешь? До того, насколько это абсурдно. Не, я не пойму одно, почему вы все время упрекаете Дагестан, свободу. Они никогда не хотели свободу. Все, они всегда хотели с Россией. Что вы хотите с них? Я не пойму. Не, ну, сегодня это самые главные мусульмане как бы, на Кавказе, самые главные. Ну вот, Они прям там пусть проповедуют живут вовсю. они хотят с Россией. Ну что, почему вы должны его? Мы не об этом. Они не хотят, они хотят под Россией, им можно по исламу. А палестинцам под евреями, под кафирами, под ягудами нельзя почему-то. Они берут туда, топят за какую-то независимость Палестины. За свою не топят, хотя исконно это их земли, понимаешь, сотнями лет. А там вообще эти пришедшие какие-то с Иордании, непонятно вообще, да, которые там лазят, они за их какую-то независимость топят. Хотя вот здесь у них под боком мы еще чеченцы, которые за независимость боремся. Они нас тоже называют внутренним делом Российской Федерации. Понимаешь, насколько это абсурдно? Мы на пирата набросились, как бы так, да. Я вижу, что Не, вы мне человек думает, как бы, да. Мне абсурдно кажется, когда говорят о дагестанцы, братья поднимутся. Вот это мне абсурдно всегда кажется, понимаешь? Мне смешно, мне это Вообще смешно, но не мне надо вот неприятно, этот да. народ трогать дагестанцев. Мне неприятно, когда я там, где я родился, допустим, где мой отец родился, где мой дедушка родился, и там нас в самолетах ищут, в пропеллерах. Ну, и пропеллер, это так прикол, как бы, да, неважно. Забегает в самолет, забегает в гостиницу, ищут паспорта наши. Это что такое? Это как вы довели до этого? Как вы довели до этого? Как это прошло? В турбинах это был конкретно. В турбинах, не, но у меня свои там были там приколы, как бы, да, я исламский выставлял. фактор превалирует. Ну как вы нахрен дошли до этого? Как вы до этого дошли? Мы же с вами жили хорошо, мы с вами жили прям прекрасно. Нет, да, ну жили. это, смотри, Лазик, это же операция, она же, как бы вот это то, что там получилось в аэропорту, это же не было адресовано там местным там евреям, да, которые проживают там на Кавказе, там на Дагестане. Есть причины, Это как? это другие евреи были, да? Нету Не, других я смотрю, евреев, не бывает так. Я не оправдываю ничего, да, я как бы не адвокатом, ничем не являюсь. Я тебе просто как бы, хронологию событий, да. То есть пришло сообщение, что с Израиля приезжают израильтяне, то есть не наши там дагестанцы. А Бел-Лазар к вам не Так это может? я Он твой любого израильтянин, который муфтия хотел бы может туда приехать в Дагестан. одним глазом нагнуть любого муфтия. Бел-Лазар наш брат. А почему он там в аэропорту не нагнул тогда? Что очень важно, это Как я, ты- может, как захотел ты приехать туда, нагнул? проживаю в Израиле. Я кавказский еврей, горский еврей. Подождите. Прокурор, который живет еврей в Дагестане, вот всех этих дебилов, которые там бегали, он им сроки дал. Как это Бел-Лазар тоже. Любой еврей может вас весь Дагестан нагнуть там, России. Ты чего несешь? Вы просто как они петушиться умеете на публику. Петушитесь допустили, налево, да? направо. А когда дело до серьезных вещей доходит, вы сливаетесь. Я насчет этой темы в первую очередь виню своих чеченцев, которые наступают на одни же грабли не один-два раза, уже 20-30 раз туда наступают. Я их виню, большинство своих чеченцев. Если ты не знаешь своих соседей, я не знаю, ты себя не знаешь, значит. Пират, то, что ты сейчас говоришь, это же не наших, мы как бы, а ихних, якобы, которые проживали в Израиле. Это мы иногда приезжаем в Дагестан, потому что у нас там есть корни, у нас там живут еще родственники. Что нового? Ну что нового? Они А вот какие так. проблемы у тебя с этим? Если евреи Нет, да, не какие будут, проблемы? У они вас проблемы? других найдут. У них вот так крови этого подрусни,
Что Россия захочет, то они и делают всегда. Что тут удивительно? У меня сестра двоюродная, наполовину аварка. Это получается, ее мама, мой родной дядя был женат на аварке. Вот у меня двоюродная сестра. Вот я захотел приехать. Если я сидел бы в том рейсе, что дальше? Значит, я не тот еврей, я тот еврей, которого можно было так бить и так далее. Я не понял, к чему ты скорее ведешь? всего, под горячую руку попал бы, да. Под горячую руку я попал бы. Ну, теперь я знаю, как с тобой разговаривать. Я понял. Хорошо, нет проблем. Сейчас я буду чуть-чуть пожестче с тобой разговаривать. Я был чуть мягкий, как бы. Я не имею в виду отмазы и так далее. Сейчас я тебе такое всуну, что просто охренеешь, чтобы ты понимал. Ладно, минуту. Знаете, что вам нужно сделать? Все, кто вообще с российским паспортом с Дагестана приезжают вот, на лечение, на операцию, послать их нахрен. Ну, я бы вот так делал. Въезд вообще запретить. Вот тогда бы мы посмотрим. Вы же по ракам там стоите, ездите за медициной израильской. Вот почти весь Северный Кавказ едет в Израиль на операции. Дебилы гребаные. Вендетта самолет был оттуда. Это самолет был с людьми, которые лечились в Израиле, с дагестанцами, с этими дебилами гребаными, чтобы ты понимал, Вендетта. И это доказано. И ты вот сейчас скажи, Пират, что это было не так. Весь самолет, это были, ну неважно, все национальности, которые проживают в Дагестане. Это были дети, которые лечились от раковых болезней. Поменяются они, то, что ты сейчас скажешь? Ни хрена они не поменяются. Да такой себе тупорылый, что ни хрена не поменяются, к сожалению. Там еще раз, смотри, как получается, да, совхоз? Вот как совок происходил, да, вот совхоз, совок проходило какое-то время, чтобы отвыкать. Отвыкаешь, но для того, чтобы отвыкать, я думаю, если какое-то рабское сознание имеется, там придется лет 30, как бы, да, чтобы отвыкать от этого. Вот они пока что находятся еще там. Им еще надо, я думаю, лет 20-30, как бы, я надеюсь на это, да. Ну, пока, как они сегодня разговаривают, там года прибавляется, как бы, рабство там будет присутствовать, я думаю, как минимум лет 50. И тупорылость и рабство, к сожалению. Опять же, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению. Я не желаю, чтобы вы были тупые. Смотри, что их, как их, я просто вот, когда на эту тему мы теряем время, все равно мы повторяемся. У них уже все это, как, которые здесь есть, это единичные уже случаи, которые знают свой язык, придерживаются. Это которые остались в селах, в горах, они еще могут между собой. А остальные все уезжают в Россию, каждый второй женат на русской. Он уже россиянин, уже русский. Вот так у них происходит. Сами знаем мы, как жена влияет. Любой, кто там на улице может там прыгать, как петух, а дома как петушок уже не тот. Поэтому мне вообще даже эту тему раз, второй раз, третий раз абсолютно нету там. Даже просвета нету, чтобы где-то там они вот между собой вот так стоим мы, ты, я и дагестанец. Они скажут: о, мы свободу, Шамиль, туда-сюда, все. На этом и заканчивается ихнее. Дальше ничего нету. Ну, Шамиль русским сдался, как бы, да, вот, и все. Ну вот, они же даже этого не знают. Это вообще-то, этот Шамиль наш, не ихний, они выгнали его. Это ты к чему, завхоз? Я не понял тебя. Глупости. Я Ваши говорю, вообще вот трудно довериться вам, понимаешь? Довериться трудно, вот бывает на словах красив он. Раз там, Слушай. о, блин, этот брат действительно. Раз какая-нибудь ситуация, там он за спиной.
Вот что, о Правильно. чем я говорю. Джахар Дудаев был женат на русской. На лбу, Джахар жаль, что Дудаев был на советский лбу не летчик. написано. Да, начнем с этого. Если Джахар бы на Дудаев лбу захотел своей выделялось независимости своему бы народу. вот так, на Делать лбу. жене. Это На твое лбу же не субъективное мнение. написано, кто хороший, кто плохой. Она выбирать времени нету уже. Доверие все уже потеряли. Это не один раз, это сотни лет уже. Я просто внизу, я извиняюсь, хочу внизу комментарий написать, то, что Джахар Дудаев был женат на Ларисе, да, но она была русская, да, ну она и есть русская, дай бог ей здоровья. Джахар Дудаев, когда все освобождались от этого советского гнета, как бы, да, и все захотели быть независимым, Джахар Дудаев тоже захотел быть таким, да, и все были там советскими, Джахар Дудаев был генералом, был летчиком и так далее, да. И вот он решил, что пора тоже стать как бы самостоятельным, как бы, и потянуть с собой свой народ для этого. Он видел, что народ свой это хочет. И вот он пошел. А тут дело, как бы вообще, как это касается тому, что жена его русская, не русская, это не совсем понимаю. Почему с это? Владик, а что тебе не... Я не это хотел, Не, я это внизу хочу сказать. комментарий, девушка написала, как бы, я отвечаю на комментарий. Я не это хочу сказать. Я тоже был женат, нормально все. Но свои традиции не надо забывать. Конечно, вот сейчас начинаешь историю копаться. В Дагестане многие заселенные, и они давно забыли эти традиции. А у нас, если даже на русской ты женишься, она уже входит в семью полностью, уже, знаешь, вот так поддерживается, не там Что за вот это. фантастику расскажешь? Ты когда был в Чечне последний раз? Ты посмотри, а тебе наркоманы там, таблеточники были. Что ты мне Ну, я рассказываешь? знаю, они и здесь, как водку там запретили все на таблетках. И здесь Ну, эти бородатые до пояса, борода, они на трамадол, как я его, причем- трамал. Хорошо, а где они бухают, пираты? Они ездят, бухают в Махачкалу, в Дербент. Народы тоже. Да, Да, ездят они туда. ездят, бухают в Махачкалу и в Дербент. Я не понял, против того, Владимир. что можно в ресторане посидеть, как бы, я только за. Я готов с тобой выпить, пират, когда Дербент так приеду в далеко Дагестан. не может, Но чтобы ты не понимал, надо тот же самый ехать. чеченец едет, вот тот же самый чеченец, такой правоверный мусульманин, и все же вот эти мусульмане, которые рассказывают, что они мусульмане на Кавказе, они в Махачкале нормально могут в ресторане посидеть, в Дербенте посидят в ресторане, и нажираются, как свиньи, все нормально. Или в Москве посидят, как добухаются, как свиньи. Все хорошо. Они здесь в чате вот такие боевые, давай сам, вот это. А сами вообще не знают ничего, короче, это катастрофа, я скажу. Больше я слов не нахожу. Или самогонку где-то возьмут, там, я не знаю, из-под полы, как бы, там, где-то в какой-то деревне в Дагестане тоже приветствуется. Но здесь Да, я это самогонку- нормально самогонку рассказывать о не джихаде, как бы, вообще легко, как бы, тут вообще никаких проблем не имеется. Не, ну смотри, Лазик, те, кто тебе рассказывают про джихад и так далее, скорее всего, они не пьют. А пьют это Да, вот... ты только именно что вот сказал, мне мы с тобой вроде нормально общались, ты мне начал, Которые не пьют, ты нашел они на объяснение таблетках. тому, что эти долбоебы бегали в самолет и проверяли паспорта, кто еврей, кто не еврей, под раздачу. Не, я объяснение не Мы нашел. с тобой вроде смотри, нормально общались, как бы, ты меня слышал? Мы нормально вроде с тобой общались. Под раздачу, чтобы ты понимал, под раздачу. В следующий раз, вот, ну, я, слава богу, не такой идиот, как, блядь, вот эти идиоты, скажем так. Вот когда вы захотите у нас лечиться, я буду уже 2 раза думать, кто ты мне, враг, тебя лечить или не лечить. И как, по-твоему, это будет правильно с моей стороны? Лазик, клянусь, я тебе говорю, 2004, 2005, 2006, 2007 год я живу в Европе. Кто-то позвонит мне из родственников, их знакомых, они говорят, вот человек едет, помоги ему там, или оттуда, он хочет отсюда еще дальше поехать, встреть его. Я даже другие государства рядом, там Бельгия, Германия, я ездил, встречал, пока там его там не доставлю,
я встречающий, провожающий был. Но когда 2008 года, 9 еще нормально даже было. Вот тогда все началось это портиться. Сейчас уже вообще доверия нету. Не то, что другим, своим родственникам я уже не доверяю, понимаешь? Вот так до этого дошло здесь сейчас. К сожалению, да, вот дай бог, чтобы у вас все было по-другому, дай бог. У нас все радикально поменялось, как бы, вот видишь, как нам завидуют, да, получается. У нас все радикально поменялось, потому что мы в конце концов Когда ты получили вот независимость. эту правду говоришь, все тебе преследуют. Уже тебе приходится шифроваться здесь. Представь, в Европе не дома, а здесь на чужбине тебе еще приходится. Это же ужас. Завхоз, у нас здесь сидят в Кнессете террористы. У нас в Кнессете сидят террористы вот за счет нашей демократии. Я против такой демократии, допустим, да. Но у нас в Кнессете сидят террористы. Вот и сидят и говорят такую херню, что ты прям вот не можешь, да. Ну вот понимаешь, Вот, в чем дело, Владик, да. со своей стороны могу вам обещать, что я буду бесплатно, ни за шекели, ни ради Аллаха, Дейла, Кришны, а просто чисто от души, из-за чеченского патриотизма, вот тех, кто вражду сеял между чеченским и еврейским народом, я вот этих петухов, как вы там закончите, я вам полностью буду сливать то, что они говорили, я это специально все записываю. Вот эти петухи, которые приехали от имени чеченского народа в Европу, сбежав, вместо того, чтобы говорить о своем враге, делал из врага из еврейского народа. Я вам все фамилии, явки, аккаунты, где, в какой стране этот петух находится, я вам все бесплатно отправлю. Вот будем работать, иншаллах. Я их вижу, Вендетта, я их здесь вижу. Я их вижу, и они меня знают тоже. Они такие, они меня, чтобы ты понял, как бы, да, они меня не поднимают, я там с другого аккаунта поднимаюсь. Им там, слабенько со мной разговаривать, когда несут хрень. И поднимают такую хую несут просто. Да, когда я говорю, алло, покажи мне один момент хотя бы истории или лично тебе, гребаный придурок, что евреи сделали. Хлопают глазами и молчат. Тогда вот это хлеборезка за свои следите. Оставьте еврейский народ в покое и чеченский народ в покое. Это своей вонючей идеологией, если руководствуетесь, вам Аллах и пророк говорит, что вы должны выйти на джихад, петухи. Идите там, воюйте, защищайте вот этих террористов. Да, в чем проблема? Как раз вот, Да, когда прям горячая вас война была, вызывают да. на ковер. Вас Почему вызывают на ковер там. Приедь. В чем проблема? Один меньше, один больше. Не, у них задача не та, у них задача молодежь вот туда, куда бы вот заслать, куда бы их, чтобы, знаешь, умертвить. Сейчас Украину, что, за что? Лазик, Это вообще непонятно. Лазик, Да, пират. тебя как задели мои слова, я не понял. Ты что на меня обиделся? Под раздачу попали. Меня не задели Не, твои я слова. говорю, Я понял, как ты мыслишь. Это не задели твои слова? Нет, ты мне задал вопрос, а если бы я там был бы, говоришь, в этом самолете? Попал бы Я под говорю, раздачу, скорее всего, сказал. я говорю, ты попал бы под Ты горячую заместо руку. того, чтобы, пират, ты заместо того, чтобы осудить это действие, ты что сказал, под раздачу попал бы. Оставь, где меня касалось это. Под горячую руку Заместо я того, чтобы сказал. осудить и прокомментировать, что это было неправильно. Ты Так я что же это и сказал? комментирую, причем я что Нет, там был? нет, еще раз. самолете? Я задал тебе, вот мы вели какую-то тему, правильно? Мы говорили на какую-то тему. Да. Я Ты сказал, спросил, если ты вот был в самолете. бараны, паспорта проверяли, евреев искали. В гостиницу, ты видел, как они врывались в гостиницу? Покажи, что если еврей я сейчас видел, не живет, да. Или там в Аэропорт самолет, видел. как они залезли и так далее.
Ты говоришь, ну ты заместо того, чтобы прокомментировать и осудить, ты говоришь, под раздачу попал. Да я понял, как ты Нет, мыслишь. Все. ты задал вопрос. Ты задал вопрос. Ты Ну, говоришь, если бы я там был бы в этом самолете, и они бы меня настигли бы, пришли бы, что не, они не, мне сделали? почему я задал вопрос? Ты сказал, есть наши евреи, которые проживают Да, здесь, да, они да. ни при чем. А есть евреи, которые проживают там, они при чем. Ты это имел в виду. Правильно, Я как ты ни при сказал? чем. Нет, нет, ну да, вот Ну, а как нет, нет? я Так же не ты знаю сказал? свои слова. Смотри, да Я, мне, как бы, пират, давай секундочку, я тебя остановлю. Извини, что я тебя останавливаю. Давай тебя да, давай. остановлю. Я слышу каждое слово, и я слышу, о чем это слово. Давай мы этот... Хочешь, продолжай? Давай, я продолжу. Смотри, я Давай, как бы, продолжай. я же не оправдываюсь там перед тобой или М, там перед кем-то. Как бы, между нами километры, да, и как бы мы, может Да, быть, да, лицом к да, лицу да, да. Хорошо, хорошо. не встретимся, да. Я тебе просто говорю, да, я тебе сказал, что эта акция, которая сделана была, да, Мгм. я там не участвовал, я к этому вообще отношения не имею. Я имею в виду, что это была вот кучка людей, которая это сделала. Эта Мгм. акция была адресована на израильтян, не на местных евреев. Ты же начал Мгм. спрашивать, что Так, местные подожди, евреи тоже проживают. на израильтянах это нормально, когда прилетает из Дагестана, это нормально что-то было? Да, затем ненормально, причем здесь нормально. М. Я к этому какое отношение имею. Ну, ты, Затем ты говоришь, получается, с одной стороны, ты оправдываешь, как бы, тут оправдываешь тех я не людей, оправдываю, которые это делали. я тебе констатирую сам факт, как все произошло. Ну, Причем здесь... а чем он становится меньше антисемитов или там, я не знаю, полоумным, или там дебилом, или Да, причем у тебя, еще раз, да, что мы с тобой сделаем сейчас, пират? Давай сделаем так. Сейчас Затем ты спросил, у да, тебя есть что один гаджет? гаджета нету. Нету? Телефон Хорошо, же. давай на 2 минуты мы сделаем свою остановку, на 2-5 минут, я не знаю, сколько там времени. По-моему, там в ролике 5 минут. У тебя собираются все вот эти ваши старейшины и ведут пропаганду против Израиля. И потом после этого собирается вся молодежь и бежит туда вот в самолеты, в гостиницы и так далее. Иди посмотри, чтобы ты, ну, не говорил, что я это где-то предполагаю, что я вру и так далее. Пойди посмотри это, найди это и возвращайся обратно. Не понял ты вообще. Это все ваши религиозные деятели. Это, им всем 40 Нет, плюс, 45 и да, так далее. Да, это все вот мне мусульманская какие ваша община. претензии? Это ваша Ко мне, исламская община. ко мне Все. какие претензии? Вся эта молодежь, опять же, у меня к ним, чтобы ты понимал, к ним лично не тоже претензии. Но я говорю, что они вот такие вот, да. Еще раз смотри, я вот по себе могу судить, допустим, вот мне в 17 лет, 18 лет, у меня уже образовалось какое-то свое мнение, как бы. Да, я был, может, где-то там прослушивался, где-то был подат к какому-то мнению и так далее, но все равно я где-то мыслил. Вот они вот лично, они вот свои 20 плюс, они послушали ваших стариков, вот тех, которые там у вас проповедуют и так далее, и побежали в эти самолеты. Но те, кто это делал, они были достаточно взрослые люди. Ты это осуждаешь? Там молодежь была, молодежь. Молодежь была, да, но они до этого слушали где-то месяц-полтора, так два, не знаю, там Это не надо то, по что времени смотреть, когда у нас все это началось, как бы 7 октября, они оправдали вот этих террористов, которые у нас все это сделали. это не то, Не, что они стоп. А слушали. теперь еще раз, вот теперь, чтобы ты не говорил, чтобы мы с тобой не спорили, пойди посмотри в Ютубе, когда дагестанские муфти и так далее осуждают Израиль, осуждают по поводу Палестины. Пойди посмотри и посмотри сроки, когда вот прибежали эти придурки и там бегали там по самолетам и так далее. А я это все знаю, я же в этом обществе живу. У тебя муфтиат стоял и вел эту хуйню. Да ты это и не поймешь, при чем здесь ты. Я тебе объясняю хронологию событий.
Да, это спонтанно началось, спонтанно, стихийно началось. Стояли бледные, нет, завхоз, извиняюсь, они стояли Не успели бледные, они. бледные стояли. Знаешь, почему бледные стояли, завхоз? Знаешь, почему бледные они стояли, эту всю херню несли? Потому что они сами в это не верили. Они не знают, какие палестинцы, им насрать хотелось на палестинцев и так далее. Но они эту молодежь спровоцировали, чтобы они это сделали. Эту тупорылую молодежь. Я просто молодежь, а тупорылую, потому что они там тупорылыми растут. Это не они спровоцировали, Вилазик. Ну, Да не знаешь, что... рассказывай, это Ну спонтанно хорошо, началось. Россия, там кто-то с России началось сказал, что абсолютно это говорить. Ну хорошо, Началось ты можешь далеко абсолютно. уходить. Это был определенный там, ну, сайте, да, или как они называются, в интернете, там, чаты, да. Какой чата? Нет, еще раз, зайди в YouTube. В YouTube зайди, все ваши, вот эту про птичку, то, что рассказывал, то, что говорил там, что этот петух там, я не знаю, там, круче, чем лев и так далее. Посмотри, как они все, блядь, в строе стоят и рассказывают, что вот мы там геноцидом занимаемся палестинцев и так далее. И сидят вот вся ваша тупорылая вот молодежь слушает их. И потом бегают по самолетам. Зайди посмотри. Не, ну чтоб ты не говорил, что я вру. Ну Владик, ты знаешь зачем это. ты мне это объясняешь? Я среди этого живу, я это все знаю. Ты говоришь, почему дело... я тебе сказал, что, послушай, ты ненормальный, вот то, что я тебе сказал, да? Что я сказал, почему? Потому что ты говоришь, ты же не тот же еврей, который проживает здесь, значит, под раздачу попал. Ну, это дебильный уже был ответ, да, ну, серьезно, согласись. Да я не так сказал, ты что сейчас переначал свои слова? Ты так сказал? Нет, ты мне задал вопрос. Если бы они зашли бы, у меня увидели бы увидели бы, что я еврей, что бы они... Под раздачу попал бы, ты ухмыльнулся. Я говорю, скорее всего, попал бы под горячую руку. Ну, я как есть сказал, под да, раздачу ты сказал, попал бы, ты не сказал под горячую руку. Под горячую руку я сказал, под раздачу. Ты сказал под раздачу. Перемотай, блядь, перемотай. Ну, не важно, то и это то же самое, как бы разговор не об этом. Да. Хорошо, нету под какую горячую руку? Под правильную руку горячую или под дебилов попал бы я? Причем здесь я правильно? Нет, вот вопрос тебе, вот я задаю тебе вопрос. Нет, конечно, ты вообще при чем под здесь? дебилов я попал бы горячую руку или под правильную, ты там да, что, в дело? Участвуешь или что, блядь? Вопрос тебе. Я тебе, нет. Я тебе, оставь все, забыли все это, да? Я попал под дебилов в горячую руку. Если это в моих силах будет, конечно, остановлю. Завхоз. Ты не знаешь ситуацию, ты обстановку на местах не знаешь. Да подожди, ты не знаешь обстановку на местах. Потому что ты... Ну а почему вы там в Чечне не остановили? Ничего ты не знаешь, ты не можешь ничего остановить. Это спонтанно произошло, блядь, ну, так толпа. Не можешь ничего остановить. Это спонтанно произошло, блядь, ну, так толпа. В Гатице кто-то может из евреев проживать. Какая молодежь спонтанно образовалась? О чем ты говоришь? Вот я тебе это и говорю, вот на каком-то вот сайте, вот как его, чате, короче, сбросили вот эту информацию, что летит такой самолет, собирайтесь, блядь. Это «Доброе утро, Дагестан». Доброе утро, Дагестан. Вот. Нет, давайте его не видите уже этого покойного, чтобы он там в гробу перевернулся, да, осуждаю. Давайте его не видите. Ну хорошо, но это ваша основная масса. Это ваша основная масса, которая сидит в этих телеграммах. Почему он туда заходит? Почему он слушает его? Это уже другой вопрос. Другой вопрос. Давайте скидывать свою тупость на кого-то другого. Ты же вроде здравый, там начал здраво общаться. Ну я здраво продолжаю общаться. Послушай, если даже чаты закинули, евреи летят. Ну что тут такого? Чё? Причем, что, евреи, если... Завхоз, ты реально не догоняешь, что ли? Ты реально, вот я не знаю... Я догоняю, я как раз таки догоняю.
Но я не могу догнать вас. Если летит самолет, летят к вам евреи, что они с войной летят к вам, что ли? Масад летит к вам. Ты реально не догоняешь, я тебе говорю. Слушай, вот этот народ, который вот туда собрался, да, народ, им по барабану, ты с войной летишь, не с войной летишь, понимаешь? Это люди другие, да, то есть народ такой, да, другой. То есть население вот... Не все же, неужели Ну, вот среди них Он не пират. может которые там были, вот такого появиться поддерживают. один-два Пират. мыслящий человек? Никому твой Дагестан, кроме меня и кавказских, Подожди, который там родился, не нужен, чтобы ты сейчас понимал. залезете, аэропорт вас вообще туда не запустят, например. Ну, А если запустили вот же. толпа летит, что вас просто пропускают? Неужели там ни одного здравомыслящего человека не будет? Это Слушай, я не ну, пойму. Ну, ты не поймешь, да, я не знаю, как тебе объяснить. Ты реально, ты уже связь с реальностью потерял, наверное. Еще На раз, Кавказе пират, давно- послушай меня. Дагестан, как туристический регион, он вообще никакой. Если туда летят евреи, которые только там жили, проживали или там живут родственники. Все. Какие евреи к тебе могут туда еще прилететь? Там- Вот я там мне могу вообще полететь, без потому что разницы, у меня там есть родные, близкие, там родственники. Я могу полететь в Дербент, потому что у меня там друзья живут. Кто еще давай может лети. прилететь? Кто еще в Дагестан может нахрен прилететь с Израиля? Ну, серьезно. Кто европейский еврей, кто марокканец, там, ну, не знаю, другие евреи могут прилететь к тебе в Дагестан. Владик, Ну, вот Владик, логика, мне да, вообще ну, по серьезно. барабану, кто летит. Мне вообще по барабану, какие евреи. Нет, ну Пускай ты говоришь, хоть- другие евреи. Ты сказал до этого, ты следишь за своими Ладно, словами. давайте тему поменяем. акция, уже. Ты не следишь за Акция. своими словами, то, что ты говоришь, ты и слышишь. Я слежу, это ты переначиваешь мои слова. Я тебе говорю, что акция была направлена против евреев, которые вот летят вот с Израиля, израильского Ну, а в самолета. конце самолет кем был забит? Это тем, Я не знаю, кого кем был забит. да, дагестанцами. Я что ли был в этом самолете? Мне вообще эта тема даже не интересна. Я просто тебе, Свете, вот мы начали говорить в этом ключе, да? Из-за этого я тебе вот начал пояснять, да? Что акция была направлена после того, как в этих чатах сказали, что там какие-то израильтяне летят с Израиля. Против этих было настроено, понимаешь? А так они могли бы сказать, вот в Махачкале живут, там в Дербенте живут евреи, идите там громите евреев. Никто же не пошел. Против местных евреев вообще не было никаких вопросов, претензий. Я же не говорю, что это правильно или неправильно, я же это как бы не одобряю, понимаешь? Я тебе как бы, ну, хронологию событий объясняю, а ты мне здесь начинаешь говорить, что я... Алло, 29-й, как не пошел? После этого пошли на гостинице громить. Как не пошли? Не, я не знаю, что там громить, ну, тоже громить, наверное, израильтян пошли, они, против местных не было же никаких. Вот местные проживают в Махачкале, в Дербенте, Алло, везде проживают. это Ты с ними тоже общаешься? самые евреи, это национальность. Какая я тебе это и разница, говорю. прямо с Израиля они, или с Дагестана, или с Чечни, они евреи. Как, в чем они виноваты? Вот я тебе сейчас объясню, в чем виноваты. Вы же всех русских обвиняете, говорите, все русские виноваты, там, что в Украину пошли, Чечню пошли. Ну там. тебе лично что сделали евреи? Тебе лично. Да мне лично ничего не сделали. Тогда Я тебе какого пошел- хрена ты оправдываешь вот это все Я не дерьмо? оправдываю, слышь ты, я не оправдываю. Я хронологию событий объясняю. Какая хронология? Ты можешь сказать, осуждай, и все это закрыли на этом. Так я к этому вообще отношения не имею. Чем мне там обсуждать? Нет, Я ты же проживаешь там. Я, допустим, могу осуждать то, что у меня в в стране Москве происходит. проживаю сейчас. Ну хорошо, почему ты в Москве проживаешь? По какой причине? Ну, а где мне проживать? Работаю. Ну, в я Дагестане. живу. Ну, работаешь по работе. Ну, где ты живешь? Где твой народ проживает? Твой народ. народ твой Дагестане, коренной. но я вот и в Дагестане, Дагестане бываю, всё. и в Москве. Ну, и скажи, на Дальнем осуждаю, скажи, или осуждаешь, или ты их оправдываешь. Это два... Россия Если оправдываешь, то есть что тебе это сказать. большой дом. السلام عليكم تعالى وبركاته О, مرحبا Ахмад появился. مسيرة بيجري Ты на Лазги, я тебе вроде нормально Вот объясняю. один мусульманин зашел. Ты ненормально, ты не можешь нормально объяснять. Ты не хочешь... Ты пытаешься ей Я не объяснить. пытаюсь, мне вообще к этому... Не. Я тебе скажу, что пытаюсь сделать. Извини, секундочку, пират. Оправдать Ахмад, пытаешься? секундочку, Ахмад. Ты пытаешься, знаешь, что сделать?
ты пытаешься как бы и сказать, что ты хороший, ну как бы, знаешь, и оттуда чисто из Я воды не выйти, как бы и я, оттуда я чисто из не, воды выйти. Ну так не нет, получается, ты не можешь на два стула сесть. Так не работает. смотри, я никому понравиться не пытаюсь. Мне вообще наплевать. Ну, что мне кому-то там из вас нравится? Я вас, может, завтра больше В никогда не этом увижу. конфликте виноват Хорошо, лишь нет, только может, Вендетта. у Он на тебя в голове Аль-Курате, это, у блин, тебя в голове двигается. работает где-то правда, как бы, ну тебе Когда ты ну, неприятно говоришь, рассказать, как бы, да. когда ты говоришь, там, обвиняешь весь Дагестан, да, вот как зачастую здесь Я местные не чеченцы, которые... обвинял весь Дагестан, Да. неправда. Нет, ну я понял, ну вообще, да, вот при чем здесь Дагестан? Ну, если какая-то кучка пошла, там, сделала, их уже осудили, как Вендетта говорит, всех посадили и так далее. Причем Не, здесь весь Дагестан? они сейчас там до Кого половины посадили, 200 пират? уже. Они там уже в Украине где-то кто-то Пират, погиб, кто-то вернулся, не знаю. ваш народ, вообще Дагестан, да, то есть как кавказский народ, почти никто не уважает. А ты думаешь, Ахмат, почему? секундочку, дай договорю, пожалуйста. Пожалуйста, по-братски, да. Секундочку, Ахмат. Почему не уважают? Объясни. Оставь этот Вас пират, даже послушай. горские евреи называли продажными. Что ты мозги морочишь, слышь ты? Ну, ты вообще какой-то, не знаю, ты реально какой-то непонятный тип, короче. Тебя лично чеченцы уважают? Тебя и тебя Конечно, конечно. Подожди, а за что меня не должны уважать? Я продвигаю национальный интерес своему народу. Я не пытаюсь навязывать им свою религию. Я не пытаюсь им что-то навязать. Мне это не интересно. Мне самое Нет, ну как главное ты можешь молодежи сказать, да, своего народа донести то, что арабская религия никак не подходит им. Вообще никак. Ты где, здесь пытаешься это навязать или как? Я Объясни. это делаю везде. Я провожу свои эфиры, я провожу, я историю толкую своим младшим Я ребятам своей лично национальности. хочу, чтобы Личные встречи на Дагестан встречах, был да. шариатским государством. Я так желаю Я этого. тоже хочу, чтобы у них был полный шариат. Не часть, которая Да. им нравится брать, а которая не нравится, а полностью шариат был. И убрали два гей-клуба из Махачкалы. Не, Но вот ты этот же Вендетта, понимаешь, вот Вендетта. на Сиах под мостом, короче, Афганистана делает, да, то есть дали маленькую мечеть, уже хочет в Дагестане, блин, имама сменить. Я в шоке. Ну, Посмотрите вообще, на ну этого ты же понимаешь, что вы это просто маргиналы, да, там какая-то кучка там, которая сами Подожди, чеченцы. нет, пират, почему? Да, Вот да. смотри, Ну да, вот да. смотри, хорошо, Маргиналы ладно, чем это кто, занимаются? которые моргают или как? Ну вот, Да ты нет, это те, изучи, которые что- по типу в интернете сидят, пытаются что-то им научить, навязать. Но Ну, смотри, такие не как... рукопожатные, хорошо, да. ладно, пират, скажи мне, пожалуйста, если вот, допустим, имам Чечни вот выходит в эфире, да, то есть там где-то по телевидению пытается что-то там сказать, получается, он тоже этим занимается? Они продвигают интерес ваххабизма там, они хотят, то есть даже там вот, если посмотреть, в Чечне уже взрослому поколению молодежь подходит, говорит ассаламу алейкум. То есть, ну, у нас нельзя так говорить старшим. Там вообще сейчас все по бардаку А что, идет. старшим вообще нельзя ничего говорить? Старшим не говорят ассаламу алейкум. Чеченец не может подойти и сказать старшему ассаламу алейкум. Вот, допустим, Вендетта, вот, Ибраим, да, то есть, вот я вот для них вот ребенок, 23 года мне. Вот я подойду, скажу маршу, дума сера, марш вовыл. Я же не пойду и скажу ассаламу алейкум ва ва баракату, Ибраим. То есть я за это получу. Вот смотри, это ты говоришь в немусульманском обществе. Но среди, если все твое, вот этот, весь твой народ в большинстве своем, 90, наверное, 9% отождествляет себя как мусульманами, да? То какие проблемы сказать ассаламу алейкум? Если они Да, сами я говорят... Хорошо. согласен, подожди, я согласен. Вы уже 300 лет, по-моему, раньше взяли ислам, подожди. Тысячу Вот. лет назад взяли они. Вот за это время, почему вы не создали это шариатское государство, чтобы пример взять с вас? Вы все время стремитесь у нас его создать. И у вас получилось, создали. Плоды мы уже видим. Ну почему вы не создаете